Мы сейчас с вами находимся в удивительном месте. Это природный заказник Кишкетан в Агрызском районе. Ехать сюда из Казани, к примеру, действительно далеко. Это часов 5 пути. Но увидеть это место хоть раз в жизни действительно стоит. Сам заказник был открыт еще в 1997 году для того, чтобы сохранить природу в ее первозданной красоте. За прошедшие годы действительно многое что изменилось. И все это изменение и преображение можно увидеть даже невооруженным глазом. У поздней осени свое очарование. Кишкетан, что в переводе с татарского означает «вечерний рассвет», утопает в золотом наряде предзимнего осеннего дефиле. Это место, которое щедро дарила природа, во все времена поражало своей притягательной силой. Устье реки Иш с вкраплением зеленых островков, где до сих пор еще сохранились редкие виды растений и животных. Здесь обитают медведи, барсуки, бобры, ондаторы, норки, а птиц вообще не счесть. Свыше 700 особей на 1 квадратный километр. Потому этот природный заказник является особой, охраняемой государством зоной, о чем свидетельствуют вот эти многочисленные аншлаги по всему периметру заказника. Но похоже, что в Агрызском районе навыками осознанного чтения владеют не все. А вот где у вас здесь паспорт объекта? Вообще, что за объект это? Это вопросы не ко мне уже. Не к вам? Нет. Абсурд, да и только. В самом центре природного заказника, на территории примерно в несколько сот гектаров, расположился асфальтовый завод. Его существование настолько очевидно, что рабочий и, как мы понимаем, весьма прибыльное, учитывая специфику производства, хорошо просматривается уже с дороги вдоль заповедной зоны. Огромный облысевший участок, где не осталось ничего живого. Пройти на территорию завода не представляется возможным, однако присутствие здесь венца природы человека с его разрушающей энергетикой бесспорно. На парковке мы насчитали несколько десятков машин. Если в городе за парковку на зеленой зоне водителей наказывают штрафами, то в Агрызе автомобили оставляют на территории заповедника. Без запрета, без осуждения, без стыда. На въезде в промзону нет ни одного указателя, что за компания зарубилась в лесную чащу, какую территорию заняла неприятельская рать. Да, слышал, что заказник открылся, но мы ее же приобрели еще до открытия заказника. А это сам директор строительной компании с таким многозначным названием «Брус». Как оказалось, никогда ни от кого не скрывался и законы, по его словам, не нарушал. Этот асфальтовый завод в Агрызе построили еще в советские времена, в середине 80-х годов прошлого столетия. Через 10 лет здесь откроют природный заказник Кишкетан. От завода тогда уже мало что осталось, только вот это устаревшее оборудование. В 1997 году, когда эту зону уже признали заповедной, компания «Брус» выкупила все оборудование завода, а вот получить право на пользование территорией под имуществом для них оказалось проблематичным. Но, несмотря на отсутствие права владения землей на территории заказника, асфальтовый завод все эти годы работал, не щадя ничего вокруг. Это понятно даже школьнику, хотя руководство завода уверено в обратном и пытается доказать на словах положительное воздействие промышленного объекта на окружающую среду. Там в летний период даже наши работники, бывают, купаются в воде. Если бы там было бы грязно, значит, вот какие-то загрязнения, если бы, значит, были, то, наверное, никто в воду не пошел. По словам директора предприятия, за все прошедшие годы их никто не журил за проступок и не пытался сорвать с насиженного места. Районное руководство, которое за эти годы сменилось раз 5, закрывало глаза на нарушение природного законодательства. Завод работает в чаще леса, не видно, не слышно, платит налоги, дает рабочие места, 40 тысяч тонн асфальта в год, плюс строительство и обслуживание дорог. «Брус» – единственное дорожное предприятие в Агрызе. Все эти его преимущества, похоже, что с лихвой покрывает его главный недостаток – то, что завод находится на территории природного комплекса. Компания ООО «Брус» является, то есть одним, как я отметил, одним из основных подрядчиков по выполнению дорожных работ. Это наше тяговое предприятие. У нового главы Агрызского района, который был назначен только в сентябре, на одной чаше весов оказалось наследие материальное и нематериальное. И местному руководству, оказывается, сложно склониться в одну из сторон. Перенос базы. Он связан с дополнительными расходами
данной организации, там до 50 миллионов по подсчетам. Вот. Второй вариант, если же действительно в рамках действующего законодательства будет доказано, что подрядная организация не имеет никакого там принципиального нарушения, и что база была создана законно до введения статуса заказника, то может быть некий иной вариант. Но мы бы хотели, конечно, узаконить эту территорию. Вот. Ну, значит, юристы занимаются наши. Вот. Будем, значит, там где-то в судебном порядке будем пытаться узаконить. Пока суд до дела, компания «Брус» ищет лазейки в законодательстве, которые помогут сохранить производство на территории заповедной зоны. Защитить от произвола бизнеса Кишкетан, похоже, что некому. Точку в этом сложном деле, казалось бы, мог бы поставить Государственный комитет по биологическим ресурсам, в чье видение как раз и входят вопросы сохранения особо охраняемых природных территорий. Письмо о принятии соответствующих мер направлено в исполнительный комитет Агрызского муниципального района. В связи с тем, что согласно со статьей 222 Гражданского кодекса, органы местного самоуправления принимают решение о сносе самовольных построек или приведении их в соответствие с установленными требованиями. Вот так чиновники из Казани переложили всю ответственность за происходящим на районные власти, предшественники которой, как известно, об этой проблеме умалчивали 20 лет, а после того, как она вылилась в свет, преемники этой самой районной власти не имеют своей четкой позиции. Вот заказники и заповедники – это не только у нас в республике и не только в Российской Федерации, а во всем мире. Они устраиваются не так, что взяли карту, ткнули сюда пальцем, все, здесь и будет заповедник. А есть там флора, я и говорю, и фауна, которые в других местах ее чисто нету. Пересадить эти растения не получится. Перенести норки тех животных, грызунов или птичьи гнезда тоже не получится. Они живут там. То, конечно, соответственно, что надо убирать. Защитники же природы настроены довести это дело до конца. Уже отправили обращение и в Следственный комитет, и в природоохранную прокуратуру. Им непонятно такое пассивное отношение и районной администрации, и контролирующих органов. Но надежда, как говорится, умирает последней. Я думаю, что и судебные органы, и Следственный комитет, и чиновники все-таки встанут на нашу сторону, потому что они сами и создали этот заказник. А суд не может не встать, потому что все-таки все законные основания, чтобы там не было какого-то промышленного предприятия. Когда-то в Агрызе планировали создать туристический экологический маршрут по заповедным местам. Но эту идею так и не смогли воплотить в жизнь из-за противоречий с законом об особо охраняемых природных территориях. Туристическая инфраструктура якобы может причинить вред природному комплексу, а промышленное предприятие, значит, не нарушает экологический баланс. Только вот в законе-то об асфальтовом заводе ничего не сказано. А навыками осознанного чтения владеют у нас все. Эльзира Юзаева и Андрей Мохов. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.